Если ты помнишь взрыв в Бостоне, у нас в Соединенных Штатах был теракт, в котором были замешаны братья Царнаевы, у которых есть родственники в Пакистане. И Федеральное бюро расследований, ФБР, связалось через посольство США в России с целью ФСБ, обратилось за помощью, и Россия оказывала эту помощь. Насколько я понимаю, Россия предоставила одного из своих ведущих специалистов по Кавказскому региону для работы с ФБР над пониманием этого вопроса. И что же произошло? ЦРУ пыталась завербовать этого человека. Агента ЦРУ по имени Райан Фогель поймали в парике и при деньгах, когда он пытался завербовать этого человека. И причина, по которой я рассказываю об этом, не в том, чтобы поставить ЦРУ в неловкое положение. Это уже произошло. Но задам вопрос. Можете ли вы когда-нибудь доверять Соединенным Штатам? Я имею в виду ситуацию, когда Россия пыталась помочь моей стране разрешить очень сложную ситуацию с терроризмом. И вместо того, чтобы уважать Россию, мы пытаемся завербовать вас. Мы пытаемся подорвать вашу репутацию. Мы пытаемся напасть на вас. Как вы думаете, смогут ли русские когда-нибудь доверять Соединенным Штатам в решении таких деликатных вопросов, как борьба с терроризмом? Вы знаете, либо у вас неверная информация на этот счет. Если бы это было так, я бы знал об этом и объяснил вам почему. Более 8 лет я возглавлял группу в Главном управлении ФСБ России по контактам с нашими зарубежными партнерами. С ЦРУ, ФБР, Моссад, Германии, но не с Англией. У нас не было никаких отношений с Англией. Ты знаешь, это совершенно очевидно, у них свой путь. У них все происходит по-своему. В другой раз мы с моей делегацией ездили в Вашингтон. Это было за день до взрыва в Бостоне, за день до этого. У нас была специальная встреча, на которой мы обсуждали разные темы ниши. Ты знаешь, честно говоря, для меня и моих коллег, это была наименее полезная встреча, которую мы видели, когда на нас натаскивали юных шпионов. Мы кое о чем поговорили. Один умный сотрудник службы безопасности рассказал нам о том, что такое ядерная бомба. Я его очень поблагодарил. Я сказал ему, что он только что обновил мои знания, полученные в 10 классе моей средней школы. Знаешь, это просто светская беседа ни о чем. А потом произошел взрыв в Бостоне. Я был в отеле «Совой» напротив нашего посольства. Как мы выяснили, там был отель ФБР. Я не знаю, прослушивались они или нет. Как меня могут прослушивать, если я один в своем номере? Может быть, они надеются, что в своих снах я начну делиться секретной информацией. Это просто чушь собачья. И я предложил им обсудить на встрече следующее. Когда я увидел на экране всю ситуацию, развивающуюся на экране, я понял, что это было, что это был за взрыв, самодельный и так далее и тому подобное. Знаешь, суть в том, чем мы отличаемся от особенных. Наша ФСБ отличается, например, от ФБР, национальной полиции. Помимо теории, у нас есть большой практический опыт. Именно практический опыт. Но в этих сериях нет практического опыта. Именно это я видел в Ираке в 2007 году, когда мы расследовали убийство наших дипломатов и так далее и тому подобное. Но на встрече американская сторона сказала мне, мы не уполномочены и не имеем права обсуждать эту тему. Нам нужно запросить специальное разрешение Государственного департамента и для нас. На следующий день мы должны были вернуться в Россию из Вашингтона. К сожалению, я не видел Вашингтона поблизости. И еще много встреч, отелей и так далее и тому подобное. В 7 утра мне позвонил представитель нашего посольства и сказал, Майкл, американцы просят провести еще один раунд переговоров, который будет касаться взрыва в Бостоне. И я сказал ему, нет, ты же знаешь, у нас не хватит времени, пробки на дорогах и так далее и тому подобное. А этот антитеррористический центр расположен где-то на окраине Вашингтона. Знаешь, если они захотят, то могут приехать ко мне в отель. В 9 утра там была группа из 7 человек, в которую входили мои коллеги из службы контрразведки. Мы их выслушали. Знаешь, я могу рассказать тебе, как проходила эта встреча. Агенты ФБР и ЦРУ просто встали перед нами на колени и сказали своим коллегам, помогите нам, мы не знаем, что делать, с чего начать. Я был очень шокирован этой картиной. Но мы напомнили им, что за год до теракта, за год до террористических актов, мы рассказали им, что такое ножи брата Старка и чего от них можно ожидать. Никто их не нанимал. Это была их личная инициатива. Никто их не нанимал. Ты знаешь, они то бледнели, то краснели и говорили нам, что это не наша вина. Но я сказал им, что ты даже не ответил нам. Это не значит, что мы благодарны коллегам за то, что у нас есть информация, и мы провели расследование. Должна же быть какая-то обратная связь. Я абсолютно уверен в одном, только благодаря сотрудничеству специальных разведывательных сил и спецслужб мы можем бороться с международным терроризмом. В одиночку это сделать невозможно, иначе придется заплатить огромную цену.
И мы дали им список мер, которые необходимо предпринять. И они записывали как школьники, и через 2 дня братья Царнаевы, один из них был убит, а другой задержан. Вот так все и обернулось. Насколько я знаю, заместитель директора ФБР был уволен после этого дела, я не помню, но кого и какого агента они хотели завербовать, я не знаю. Да, для меня это абсолютно новая информация. Скорее всего, все дело в неверной информации. Вот так все и произошло на самом деле. Потом мы полетели обратно в Россию, и там произошло то самое. Почему я говорю об этом так открыто? Потому что наш президент в одном из выпусков новостей осветил ситуацию. Он говорил об этом в ФСБ России. Задолго до этого он просто пытался руководить этим и инструктировать американских сотрудников. Вероятно, они не хотели принимать это к сведению. Трудно сказать. Мы открыты для всех разведывательных и специальных служб, но это должно происходить на основе сотрудничества. К сожалению, у меня не самые лучшие воспоминания и опыт общения с американцами. Если у нас будет время, то в 2006 году в Ираке были убиты